Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – 101 сура Священного Корана, сура Аль-Кари'а. Итак, обратите внимание, сура состоит из 11 аятов. Отличительная черта этой суры – количество аятов немножко больше, чем предыдущие. Вторая отличительная черта – количество букв «ха» при завершении аятов. И мы постараемся максимально охватить все правила, которые нас будут волновать и для полноценного исправления распространенных ошибок при чтении этой суры. Мы начинаем. Аль-Кари'а. Следует заметить, также здесь большое количество буквы «каф», твердого звука. Аль-ка. Ка твердый звук, и поэтому нужно максимально произнести его тверже. Аль-кари. Кари. Ка. Два счета тянем. А алиф у нас подчиняется предстоящему звуку, то есть алиф тоже тверже произносится. Аль-кари'а. Ри. Мягкий звук в данной ситуации. Аль-кари'а. Та марбута, та в конце слова при остановке, она превращается ха, огласовка аннулируется, и у нас получается аль-кари'а, аль-кари'а. Идем дальше. Маль-кари'а. Естественное удлинение при слитном чтении всегда в кораническом чтении аннулируется. Ма – естественное удлинение, но при слитном чтении она аннулируется. И мы переходим с фатхи звука мим на лам. Мал, маль-ка, маль-кари'а. То же самое произношение этого слова. Как имам Ибн аль-Джазари говорит, «Валлафзу фи надирихи камислихи». Каждое слово в соответствии произношения друг другу соответствует. Итак, «Маль-ка-ри-а». Там арбута аннулируется, точнее переходит «ха» и сукун. «Маль-ка-ри-а». «Маль-ка-ри-а». Идем дальше. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. وَمَا мим, здесь фатха должно быть. وَمَا тянем 4 или 5, но предпочтительно произношение 4 огласовок. وَمَا أَدْرَاكَ. Хамза мягкая, даль с калкалей. Аде, ра. Ра твердая. Ра. Два счета тянем. Вот это естественное удлинение. Адрака. Вама адрака. Идем дальше. То же самое правило во втором аяте мы применяем здесь. То есть естественное удлинение при слитном чтении оно всегда аннулируется. Мал. Мал-кари'а. Там работа переходит в ха. Огласовка аннулируется при остановке. Сукун. Маль-кари'а. Итак, третий аят. Вама адрака маль-кари'а. Четвертый аят. Яума. Я мягкий звук, и поэтому нет. Яума. Яума. Якуну. Здесь, естественно, удлинение в размере двух огласовок. Якуну. При слитном чтении с огласовки нуна переходим нун в слове аннас. Яума якунун, 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 якунун насу. Удерживаем в размере двух огласовок. Назализация. Удлинение в размере двух огласовок. Якунун насу. Насу. Кель.
С огласовки фатха переходим на лям. Каль-фара. Каль-фараши. Фараши. Фара. Ра. Твердый звук в данной ситуации. И удлинение в размере двух огласовок. Фараши. Итого получается яума якунун насу каль-фараши. И последнее слово в этом аяте. С огласовки кесра переходим на лям в слове аль-мабсус. Фарашил, шил, маб, калкалаба, маб, сус. При остановке аннулируется у нас, аннулируется огласовка, сукун. И у нас варианты 2, 3, 2, 4 или 6 форм долготы. Мабсус 2, 4, 6. Какой бы вы ни выбрали, вы будете правы. Мабсус. Мы на этот раз в этом случае выберем долготу в размере двух огласовок, чтобы применять все формы. Мабсус. Мабсус. Итого получается 4-й аят. Яума якунун насу каль-фарашил мабсус. 5-й аят. Ва такуну. Таку. Вау в размере двух огласовок удлиняем. Такуну. Такуну. С огласовки дамма переходим на лям. Такунуль. Такунуль. Джибалю. Все мягкие звуки. Джибалю. Нужно обращать внимание, чтобы звук джим не произносился как ж. Жиба. Ж. Такого звука в арабском языке нету. И поэтому джибалю. Джиба в размере два счета удлиняем. Джибалю. Каль. Переходим с огласовки фатха на лям. Каль-ихниль. Каль-ихниль. После звука айн останавливаемся на ха-их-ни. Мы должны знать, что сукун при остановке на звуках с сукуном, они все будут разными, так как у каждого звука есть свои свойства, которые влияют на них. И на это нужно обращать внимание. При нет. Вот это продолжение звука должно быть. И с огласовки переходим касры на лям. Каль-ихниль. Вот здесь у нас первое ихфа в этом случае. Ихфа мягкая, потому что фа мягкая, а нун сукун подчиняется в произношении твердости и мягкости ихфа, правило сокрытия, к последующему звуку. То есть в данном случае фа. Каль-ихниль фуш. При остановке аннулируется, переходит в сукун, и удлинение у нас 2, 4 или 6, как в предыдущем. Манфуш. Мы решили с вами останавливаться в размере двух огласовок. Идем дальше. 6-й аят. Фаамма. Фаамма. Назализация в размере двух огласовок. Мимо. Потом долгота. Фаамма. Ман. Здесь у нас второе правило ихфа, мягкое, в размере двух огласовок удерживаем. Ман саку. Саку. Ман сакулат. Сакулат. Каф твердая. Сакулат. После каф, звука каф, лям нужно сакула, ла, ла. Мягкий звук. Сакулат. Мава. Вот это маленький значок в размере, долгота в размере двух огласовок. Мава
Здесь тоже в размере двух огласовок кесры. Мавазину. Естественная слитная долгота аннулируется, огласовка аннулируется и переходит в сукун. Мавазину. Итак, 6-й аят. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. 7-й аят. فَهُوَ фи в размере двух огласовок. Фи чтобы не было. То есть айн не должно быть продолжением огласовки кесра. Фи нет. Фи здесь удлинение в размере двух огласовок. Ишатир. Вот здесь у нас правило идгам. Ра удваивается. Фи ишатирра. Ассимиляция без назализации. Идгам биля гунна. Фи ишатирра. Ра удлинение. Ишатирра. Ды я. Танвин кесра аннулируется. Та переходит в ха. Итого получается у нас радия. Радия. Нужно обращать внимание, чтобы я после звука дад не было твердым. Радия. Я. Радия. 8-й аят. Ва амма. Удержание в размере двух огласовок. Удлинение в размере двух огласовок. Ва амма ман хаффат. Вот здесь у нас правило изгара. Ман хаффат. Ман. Это будет грубой ошибкой. Ман хаффат. Хаффат. Удваиваем фа. Хаффат мавазину. В 6-м аяте то же самое произношение. Мава у нас ударение в размере двух огласовок. Зи в размере двух огласовок. Аннулируется в ха. Мавазину. Мавазину. И таким образом وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. 9-й аят. فَأُمُّهُ. Удерживаем в размере двух огласовок. فَأُمُّهُ. Вот здесь естественное удлинение в размере двух огласовок. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. То же самое в размере двух огласовок ударение. Хавия. Аннулируется танвин дамма. Та переходит ха. И у нас получается хавия. Итак. Фауммуху хавия. 10-й аят. Вама адрака ма хия. Удлинение в размере 4 огласовок. Калькаля адра. Долгота адрака в размере 2 огласовок. Естественное удлинение. Ма в размере 2 огласовок. Ма хия. Вот здесь обратите внимание, что звук ха стоит с сукуном. Итак. Вама адрака ма хия. То есть ничего изменять в нем, аннулирование огласовок не надо. Она уже зафиксирована таким образом. И последний аят, 11-й аят из этой суры. Нарун, нарун, долгота в размере 2 огласовок. Нарун, танвин, полное четкое произношение, потому что здесь правило изгар, ясное чтение. Ха, ми, я. Ха в размере 2 огласовок. Ми, я. Аннулируется. У нас аннулируется та марбута, аннулируются огласовки. Здесь сукун происходит. Хамия. Остановка. И таким образом
нарун хамия. Обратите внимание, я постараюсь произнести еще раз с остановками 11 аятов. Бисмиллахир рахманир рахим. Аль-Кари'ah. Маль-Кари'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Сейчас постараемся с вами при слитном чтении применять все правила, которые аннулируются при остановке. То есть та марбут остается, та марбут остается. Вот эти все огласовки. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وما أدراك ما هي. Вот здесь обратите внимание, при слитном чтении оно точно так же остается. وما أدراك ما هي نار حامية. Уважаемые зрители, на этом мы сегодня с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.